Алекс, совсем недавно отмечали годовщину трагедии, произошедшей 8.8.8 в Цхинвале, в Южной Осетии. И в Абхазии тоже были проведены траурные мероприятия, потому что эту трагедию мы воспринимаем в Абхазию как собственную трагедию. Понятно, что Южная Осетия и Абхазия, условно говоря, мы как бы в одной лодке. Вот. В связи с этим, конечно же, нас интересует в Абхазии вообще, что происходит в Южной Осетии, какова там ситуация, какую бы ты нам мог дать информацию относительно того, что сейчас происходит в Южной Осетии, какая там атмосфера, чем живут обычные люди в Южной Осетии. Я бы для начала хотел сказать, что я видел акцию памяти, свеча памяти в Сухуми. И это очень порадовало жителей Осетии. Ну, все писали сухумские братья, абхазские братья. Это очень приятно чувствовать вот это чувство плеча, чувство солидарности. И аналогичная реакция на все абхазские события бывает в Осетии. Как и южной, так и северной. Поэтому могу сказать, что это вот для многих осетин это важно было, вот это чувство солидарности с абхазами. По поводу ситуации в Южной Осетии, я скажу так. К сожалению, после того, как Россия признала независимость Южной Осетии, в Южной Осетии возник кризис идей. То есть наши родители долгое время сопротивлялись терроризму со стороны грузинского государства. И вот была главная идея выжить, преодолеть. А когда Россия признала, вот преодолели, выжили, дальше что? И вот возник кризис идей. И, к сожалению, с каждым годом ситуация в Южной Осетии деградирует. Нету видения абсолютно никакого, куда дальше двигаться. Какое место мы в этом современном мире занимаем. И то есть вот если обсудить, вот простой человек живет. Живет, наверное, ну, чуть хуже, чем в России, потому что все-таки товары в Южной Осетии дороже, чем в России, потому что сложная логистика, со стороны Грузии блокада абсолютная. Но люди живут, но перспектив нет. Вот это создает такую немного тяжелую давящую среду в Южной Осетии, и все ждут, что появится какой-то национальный лидер, который решит все вопросы. Вот, к сожалению, вот есть вот это тоже вот это ожидание единственного человека, мессии, который спасет. Этого человека не будет. И есть только понимание, что Южную Осетию, и это, кстати, понимание в народе растет, что Южную Осетию спасут люди извне, осетины со всего мира, которые должны, часть из них должна вернуться, приехать в Осетию и изменить вот эту социальную ткань, вот это общество. Что говорят южные осетины? По какому пути им лучше идти? Вот если пообщаться с ними, они что-нибудь говорят о своей судьбе дальнейшей. Это может быть объединение Северной Осетии, что тоже политически будет сложным вопросом, либо сохранить признанную независимость и двигаться по этому пути. В общем, какой должен быть выбор? Они сами, жители Южной Осетии, что могут сказать по этому поводу? Ну, я бы сначала хотел сказать, что про это не говорят южные осетины, потому что южных осетин не существует, как и не существует северных осетин. Про это все осетины говорят. Проблема в том, что, да, есть два пути. Конечно, главное чаяние всех осетин – это объединение в одно осетинское государство. В составе России, в составе союзного государства, но в одно осетинское государство, чтобы между Южной и Северной Осетией не было таможенного пункта. Это, наверное, самая главная мечта, и ничто более... Вот, наверное, после грузинской агрессии второй пункт, который вызывает дикое раздражение у осетин, это таможенно-пропускной пункт между нами. Это просто какой-то, территория национального позора. Потому что, особенно в последнее время, там просто унижают людей. И это вот, этот пункт, он всегда выступает раздражителем. Конечно же, хочется и сохранить свое государство.
Но вот из этих двух путей надо осознать, что пока объединение Северной Осетии не представляется возможным. Ну, если это не представляется возможным, надо развивать свое независимое осетинское государство и максимально интегрироваться с Россией. Когда я говорю про интегрироваться с Россией, речь идет про интеграцию с северо-кавказскими республиками. И сейчас, кстати, на юге ведется довольно большая работа, довольно очень хорошая коммуникация с Чеченской республикой. Сейчас Чеченская республика будет строить социальный объект на 100 миллионов в Южной Осетии. Это такая серьезная братская помощь. Ну вот это такой одна из немногих реально позитивных историй. Ну вот мы все находимся в этой вилке. Просто каждый раз политические элиты, чтобы сохраниться у власти, обещают людям вхождение в состав России и объединение с Осетией. Но опять же, Россия не раз заявляла, что она видит Южную Осетию как независимое государство. И на этом все спекуляции надо прекратить и просто заниматься развитием Южной Осетии и интеграцией Северной Осетии вот всячески, как это возможно. У меня постоянно возникает вопрос, почему между Абхазией и Россией в какие-то месяцы таможенный пункт работает в режиме light, а между Северной и Южной Осетией мы не можем по аналогичному пути пойти. Почему мы не можем пойти по пути Европейского Союза, где между государствами нет границ? Зачем между Южной Осетией и Россией и Северной Осетией вообще граница? Часто это объясняют тем, что возможно какая-то контрабанда, нужно вести таможенный учет и прочее. Извините меня, в Южную Осетию вся товарная масса поступает из России. Поэтому в этом даже нет какого-то практического смысла. И поэтому многие люди в Южной Осетии задаются вопросом, зачем этот таможенный пункт между нами. Насколько сегодня ситуация в Южной Осетии безопасна и надежно охраняются границы? Внутри Южной Осетии ситуация довольно безопасна. То есть люди могут туда приезжать и ни за что не переживать, уровень преступности очень низкий. То есть никто не ограбит, спокойно находитесь. Я думаю, что в каком-то из российских регионов вероятность быть больше ограбленным, чем в Южной Осетии. А вот с границами проблемы. С 2000, если я не ошибаюсь, 2016 года грузины начинают потихоньку занимать какие-то превосходящие высоты над селами Южной Осетии. Речь идет о селении Ахмугут и Цнелис. То есть это вот два таких проблемных пункта. К сожалению, власти Южной Осетии это упустили. Есть большая проблема. Нужно проведение демаркации границы между Южной Осетией и Грузией, на чем настаивает МИД России. Но в то же время депутаты, которые вели эту работу, их лишили российского гражданства и признали в России нежелательными гражданами, на территории России им въезд закрыт. Это такие очень неоднозначные сигналы, которые население Южной Осетии не может понять. Поэтому я думаю, что проблема с границами будет обостряться, пока не будет проведена работа, на которой настаивает МИД России. Но, к сожалению, оказывается, что внутри России, как оказывается внутри Южной Осетии, есть люди, которые не хотят проводить эту работу, дабы не осложнить российско-грузинские отношения. И вот, к сожалению, Южная Осетия опять становится заложником российско-грузинских отношений. И во многом это вина местных элит, их пассивная позиция. Поэтому вот с границами проблемы. Имеются ли какие-либо контакты между Цхинвалом и Тбилиси, я не знаю, на каком-то уровне, не знаю, вообще какие-то контакты имеются? Я думаю, что практически никаких контактов нет. Разрыв между, вот именно после Саакашвили, конечно, колоссальный произошел. Конечно, есть неформальные контакты, есть родственники. Многие жители Южной Осетии могут с помощью российского паспорта поехать в Грузию. Конечно, семейные контакты есть, но на политическом уровне никаких контактов абсолютно. Объясню почему. Тут можно было, конечно, обвинить власти Южной Осетии за их пассивную позицию в очередной раз, но тут немного другая история. В каком-то смысле для Грузии мы не существуем. Грузия на весь мир распространяла миф о том, что
мы, жители Южной Осетии, это на самом деле российские оккупанты, которых туда привезли в 2008 году. Что нас не существовало. И что с нами разговаривать не надо, надо разговаривать с Москвой. То есть Тбилиси в буквальном смысле нас не видит. Как можно разговаривать с человеком, который не верит в твое существование? Поэтому контактов никаких нет, но это полностью вина на текущей политике Грузии. Они считают, что нас не существует. Мы же доказываем им обратное. Ну, вот в связи с этим действительно здесь, наверное, надо вообще необходимо объединить усилия и южных осетин, я так условно говорю, и Абхазии. Может быть, как-то помочь жителям Грузии понять, что ситуация совершенно иная. В идеологическом плане, потому что у меня такое впечатление, что они просто задавлены какой-то идеологией, связанной с тем, что не существует Южной Осетии, Абхазии, они оккупированы и так далее. Якобы жители этих регионов вот прям стремятся вернуться в Грузию, а Россия не позволяет и так далее. Тут некая блокада, которую вот как-то надо прорывать совместно. Я абсолютно с этим согласен. Я только сказал бы, что Южная Осетия и Абхазия совместно не смогут это сделать. Необходимо в этом максимальное участие народов Северного Кавказа и мухаджиров в прорыве этой информационной блокады. Мухаджиры в Турции проводят довольно большую работу по поддержке Абхазии и Южной Осетии, но нам нужны серьезные информационные ресурсы. К сожалению, пока я вижу единственный англоязычный ресурс, это Abkhaz World, который ведет Мухаджир. В Осетии ни одного англоязычного серьезного ресурса, который бы транслировал на весь мир нашу позицию, нет. И это большая беда. Поэтому на данный момент я думаю, что усилия Южной Осетии и Абхазии они должны быть устремлены на Северный Кавказ. Когда же для жителя Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабарды, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, это само собой, но я говорю вот именно про весь Кавказ, Южная Осетия и Абхазия станет очевидно неотъемлемой частью Северного Кавказа, как это было во время Горской республики, когда, несмотря на финансирование из Тбилиси, представители властей Горской республики настаивали на том, что Южная Осетия и Абхазия – это часть Горской Северо-Кавказской республики. Вот когда мы вернемся к этой позиции, мы сможем разговаривать с грузинами. И такой серьезный вопрос, как бы наметились некие такие отношения между Москвой и Тбилиси, некие потепления, как бы Грузия вновь разворачивается в сторону России. И в грузинской благосфере прямо пишут, вот Москва вернет обратно Абхазию и Южную Осетию. Конечно, это нас не может не волновать, это нас тревожит. Вот. Но я лично думаю, что по такому пути события не будут развиваться, но тем не менее мы должны отслеживать любую тенденцию. Вот в этой связи, о чем бы ты мог сказать? Я могу сказать, что в Грузии пришли к власти абсолютно прагматичные, здравомыслящие люди, что для нас, безусловно, угроза. Потому что, к сожалению, власти Южной Осетии и Абхазии не отличаются таким прагматизмом, как власти Грузии. Опять же, скажу очень неприятную правду, но если мы возьмем среднего грузинского чиновника, сотрудника министерства или министра, и поставим с ним рядом коллегу из Абхазии и Южной Осетии, с одной стороны, с грузинской, мы будем иметь человека, который учился в лучших зарубежных вузах, разговаривающих на нескольких языках. С нашей стороны мы будем иметь человека, который за пределами Южной Осетии и Абхазии в лучшем случае найдет работу офис-менеджера. И это большая беда. У Грузии кадровый потенциал гораздо мощнее, чем у нас. Во-вторых, если Грузия очередной раз не скатится в дикий шовинизм, как это происходило при Комсоху, это же вообще главная грузинская проблема, что вот они подходят к какой-то своей цели и каждый раз вот делают фальстарт. Если этого не произойдет в этот раз, то я думаю, что мы можем легко оказаться в объятиях Грузии. Причем это не будет происходить так, что нас слила Россия. Нет, скажем так, в России, любая внешняя политика она должна строиться из прагматизма. Россия и Грузия строят эту политику из прагматизма. Для России выгодна дружественная Грузия.
В какой-то момент Грузии просто не будут мешать работать в Южной Осетии и Абхазии. Просто не будут мешать. Никто не говорит, что нас отдадут им. Нет, просто не будут мешать. И тут уже, извините, растет поколение людей, которые не видели войну. Растет поколение людей, которые могут захотеть получить грузинский паспорт, чтобы выезжать в остальной мир, получить образование в Европе. У Грузии огромные гуманитарные социальные проекты. Да, Россия, конечно, безусловно, тратит гораздо больше денег на Южную Осетию и Абхазию, но Грузии тоже будут наращивать эту работу. А учитывая пассивную позицию властей, ну, по крайней мере, в Южной Осетии и в Абхазии тоже, особенно вот закон по апартаментам тоже показал довольно странную позицию, мы можем столкнуться с тем, что в какой-то момент мы мягко будем кочевать в сторону их объятий. И инерция в какой-то момент достигнет такого сильного направления, что мы уже ничего не сможем сделать. А дальше Грузия говорит, что оно входит в общее союзное государство или СНГ, там что-то типа такого с Россией, а Южная Осетия и Абхазия попадают в состав Грузии. То есть Грузия признает независимость Южной Осетии и Абхазии, потом объединяется в единую конфедерацию. То есть сценариев, как нас можно объять, много. Грузины это умеют. Самая большая проблема наших народов – это недооценивание грузин. Грузины – это древняя, серьезная нация, один из ключевых игроков в регионе. Какое-то безалаберное отношение грузин с нашей стороны, оно может стать причиной нашей погибели. Вот в этом беда. Я бы хотел, чтобы вот Грузия к нам относится несерьезно, и это в этом их ошибка. Вот мы не должны их повторять, эту ошибку. Мы должны относиться к Грузии, к их работе очень серьезно, очень внимательно. Но, к сожалению, пока мы находимся в пассивной позиции. Мы просто созерцаем и наблюдаем. Мы не вмешиваемся в российско-грузинские отношения. Ну, все-таки для России Южная Осетия – это некий форпост на Южном Кавказе. Я себе плохо представляю, что Россия это может так, пусть не насильственным путем, но сдать. Вот я себе это плохо представляю. Я тоже не представляю, что Россия будет сдавать. Но опять же говорю, дело не будет в сдаче. Дело будет в постепенной втягивании Грузии в орбиту России, а Южной Осетии в орбиту Грузии. И, извините меня, для России вся Грузия может стать форпостом. Почему бы и нет? Никаких проблем с этим нет. Извините меня, сейчас на Северном Кавказе в каком-то смысле форпост России – это Чечня. Это спецназ Ахмат, который выполняет одни из важнейших поручений для России. На них возложена большая роль. 30 лет назад кто бы в это поверил? Никто. То же самое может произойти и с Грузией. И я скажу, что для Грузии это наилучший выбор. У меня такой вопрос. Значит, прилетев во Владикавказ, я вот видел баннеры об экскурсиях в Южную Осетию. То есть определенный потенциал, связанный с туризмом, в Южной Осетии имеется. Вот какова перспектива развития туризма в Южной Осетии? Вот я хочу сейчас коснуться некоторого такого экономического аспекта. Потенциал Южной Осетии довольно серьезный. Потому что на протяжении последних 30 лет промышленность там не развивалась, она была уничтожена, экология, очень много осталось мест нетронутых, возможно организация довольно серьезного потока туризма тематического. Опять же, серьезного в Южной Осетии проживает от 35 до 50 тысяч населения. Извините меня, поток в 50-100 тысяч людей в Южную Осетию, я напомню, что в Северную Осетию около 1 миллиона человек в год приезжает. То есть в Южную Осетию 1/10 этого потока колоссально изменит ситуацию в Южной Осетии. Проблема опять же, пассивной позиции властей. Нету достаточного пиара, нету собственной репрезентации, нету собственных проектов, нету собственной инициативы. Поэтому с туризмом пока довольно печально. Опять же, я не сторонник массового туризма, я сторонник тематического туризма. Вот на нем мы можем зарабатывать, и это в каком-то смысле поможет Южной Осетии сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Но опять же, я не тот человек, который верит, что туризм является локомотивом экономического развития. Туризм – это просто побочная отрасль.
Южная Осетия должна пользоваться своим статусом частично признанного государства. Против нас невозможно ввести санкции. Для западного мира мы не существуем. Поэтому в Южной Осетии надо размещать расчетные центры, делать офшоры, которые незаметны для западного мира, позволять иранцам, китайцам и другим людям прокачивать кэш через нас и иметь с этого небольшой процент. В каком-то смысле стать маленькой кавказской Швейцарией. Это в моих мечтах. Это было бы здорово. И такой завершающий вопрос. К сожалению, мало контактов между Абхазией, Северной Осетией, Южной Осетией. Это большой минус для нас. Как нам улучшить, расширить контакты, связи, больше общаться, больше ездить друг к другу? Интернет. Вот интернет, он полностью меняет ситуацию. Раньше поговорить с абхазом это была довольно сложная история. Вообще узнать чаяние абхазского народа для жителя Северной или Южной Осетии это довольно трудно. Интернет соединяет, да, как Nokia Connecting People. Тут в этом смысле мы должны больше создавать неформальные. Я сторонник теории социального капитала, теории неформальных связей. То есть я понимаю, что должны быть организации, которые друг с другом подписывают какие-то бумажки. Это все вторично. Должно быть огромное количество неформальных связей. Опять же, мостом между Южной Осетией и Абхазией должен выступать Северный Кавказ. Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. Надо придумывать создание бизнес-центров, мухаджиров в Турции, которые помогут выводить товары из Южной Осетии, из Абхазии на внешние рынки. Надо помогать турецким бизнесменам через бизнес-центры мухаджиров проводить расчеты в Россию в обход санкций. Нам нужна серьезная экономическая деятельность, которая нас объединит. Я уверен, что экономика объединяет. Создание совместных бизнес-структур будет объединять так, как... То есть нас объединила общая беда. Также надо отметить, что осетины и абхазы это довольно оторваны друг от друга географически. Нас объединила общая беда, грузинский шовинизм. Но на этом фундаменте далеко не уедешь. Нам нужна позитивная повестка между абхазами и осетинами. Это единственная позитивная повестка, это мы должны представить себя миру. И поэтому, когда осетин представляет миру Южную Осетию, он должен себе говорить, что я не представляю Южную Осетию, я представляю Южную Осетию, Абхазию и Северный Кавказ. То же самое, когда абхаз представляет Абхазию, он должен говорить, что я не представляю Абхазию, я представляю Абхазию, Южную Осетию и Северный Кавказ. Для всего мира мы должны быть единым лицом. Ну, конечно же, надо развивать и культурные связи. Я с детства, я не помню, чтобы какой-то абхазский ансамбль не представил осетинский танец синд, хонгу. Я такого себе просто представить не могу. И чтобы на какой-то абхазской свадьбе не станцевали осетинский танец, такого тоже не помню. Поэтому усиление культурных связей того. Это само собой, но культура, она очень сильно зависит от денег. Нам нужны деньги, культура появится. Извините меня, отправить ансамбль, мы должны отправлять ансамбли друг к другу. Более того, маленькие спортсмены из Абхазии должны ездить на сборы в борцовские клубы Северной Осетии и ездить в Южную Осетию. Ребята из Южной Осетии должны ездить на сборы в Абхазию. Это все стоит денег. Поэтому первичная экономика. Когда мы сможем начать зарабатывать, когда мы сможем... Я думаю, что Россия в каком-то смысле ждет от Южной Осетии и Абхазии инициативу, что Россия поддерживает нас колоссальными финансовыми вложениями. В какой-то момент должно произойти сказать, что Россия, спасибо большое, вот теперь мы разворачиваем денежные потоки обратно. Мы должны стать вспомогательным механизмом для России, чтобы обеспечить оплату параллельного импорта. То есть мы должны помогать России развивать ее экономику. Вот это положение на иждивении, оно ни к чему хорошему не приведет. Мы должны стать для России какими-то неотъемлемыми, жизненно важными партнерами. И тогда пусть хоть между Россией и Грузией будут самые супер теплые связи, мы будем только рады. Но мы будем обладать субъектностью, мы будем обладать высоким уровнем важности для России, и для нас будут открыты самые высокие кабинеты в России.
Спасибо большое. Вам за интервью. спасибо.